Что, братцы, добрый вечер, 29 апреля, время 2:30, ребята, уже почти 3, время вечернее. Ну и сегодня, ребята, сборы у меня небольшие. Хочу ставить на ход лодочку, вчера все приготовил, поменял масло. Сегодня уезжаю, ребята. Жду машину, сейчас собрал термос, там немного перекусить, ребята. Покупной чек, Дандробена, земля еще промерзшая. И сегодня погода, ребят, неважно, идет снег, местами вот солнце, тучи и снег. Ночью обещают -2, сейчас где-то +4. В общем, ребят, на сборах взял немножко, по минимуму, термосок, фонарики, ну там немножко покушать. Я вот перевозил Дандробену, ребята, 5 пачек. Еще, короче, нет червя, ребята, самое такое непонятное дело. Ну, в общем, сейчас жду знакомого, гружу лодку, гружу мотор, рюкзачок и покатаемся, ребят, сегодня вечер. Посмотрим, как река, вообще на реке не был, не знаю, что происходит. Ну и, в общем, ребят, заедем на малую реку, попробую сегодня порыбачить. Закинем немножко донок, червя не особо много, попробуем. Вода на прибыль, потихоньку прибывает. Лед тронулся, вода стояла, потом даже падала. Сейчас пошла опять на прибыль. Ну все, стартую. Настроение боевое. Охота уже завести моторчик, ребята. В общем, все, ребят, одеваю флисочку от камуфляжа. Не знаю, думаю, в нем не замерзну. И вот, кстати, сейчас только буквально сходил на почту, ребят. Пришли 2 костюмчика на лето. Меня и Ларисе. Заказал 2 одинаковых. Позже, ребят, покажу обязательно. Вот вторые костюмы я от них заказываю. Ларискин флисовый белый, вот многие видели, ребят. И вот мой зеленый. Неплохие костюмы ребята делают. Прям мне очень нравится. Заказал вот еще парочку. Вот только-только открыл, посмотрел, ребят. Ну вот и карета подана. Грузимся. Что, братва, я на реке. Да, в этом году вообще ни о чем. Ну, ребята ездили по разведке, говорят, болота все замерзшие, озера еще стоят. Короче, еще вода будет, походу. Просто ночью минус, днем не особо тепло, и, соответственно, потихоньку так оттепель идет. Ну, вот река, ребят, в берегах, смотрите, вот в таком состоянии. Чайки. Здесь запруда такая. Вот там выгрузился. Сейчас буду качаться. 2 мотора прошло уже. Ну, прохладно на реке, конечно. Ну, сегодня попробуем не на Сысоле, ребята, а попробуем подняться на малую реку. Недалеко. Прокатиться, посмотреть, как дела, как мотор. Ну и, в общем, поставить лодку на ход. Фух, ну все, качаемся. Немного покачаемся. Собирал лодку с реки, снега было уже, навалило. Ставлю лодку на ход, снег идет, ребята. Ладно, качаем. In progress, good things go slow. I'm no saint. I fall and you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in, and I guess I kinda like that. For the first time, you really got my back. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Lose them with you. Yeah.
первый ход, ребята. Он самый важный. Ножки моем. Все, сейчас будем греться. Что, ребята, выходим в чистые воды. Все вроде норм. Все вроде четко. Так, ну что, подсос. Пробуем заводить. Так, скорость, нейтраль. Ах ты, узкоглазик ты мой. Водичка побежала. Все четко. Все работает, ребята. Что, братцы? Погнали? Холодно еще. Не едет мотор. Не знаю почему, но не едет. Газу даешь и не едет. Так вроде все хорошо. Чеку убрал. Постоял, что-то и не прет. Хотя завелся сразу же. Я зашел уже на малые воды. Вот такая река. Вот. Не особо затоплена, конечно, но по берегам все вот, то, что обрыва нету, все в воде. С мотором, ребят, не могу разобраться. На холостых, на малом газу идет идеально. Даешь газу и начинает дергаться. Не могу понять пока, что такое. Сезон закончил, все хорошо было, полежал. Тут вот на тебе такая ситуация. Будем разбираться. Не знаю, с чем связано, вообще не могу, ребят, сказать, что такое. Так как мотор только в прошлом сезоне взял, а каких-то таких поломок у меня не было, не могу понять. Ладно, еще место. Проплыл уже одно место хорошее. Ну там не особо так сказать. Много донок можно поставить. Да у меня червей мало еще. Сейчас подымусь еще тут на одну точку. Посмотрим, как там дела. Переправы. Вот здесь хорошее местечко, конечно. В принципе, такое прям подходящее. По налиму, но я имею в виду вот здесь. Обрывчик. Вот здесь можно раскидываться, конечно, по красоте. Блин, ну с этим мотором не пойдешь дальше, но я думаю, не стоит рисковать. Тут возле деревни упасть. Эх, эх, эх. Да, наверное, так и сделаем, ребята. Переправка стоит. Брошенная, заброшенная. Да, милый друг. Что-то ты меня огорчаешь. Что-то, ребят, запало, наверное, что-то, не знаю. Может, масло, может, что-то бензин не тот. Сегодня, кстати, с Женькой ездили, заправлялись. Хрен знает.
Ладно, что, сходим на разведку. С дровами здесь все в порядке, ребят. Здесь, когда переправу залазили, горбыля пачку выкинули. Вот. Там болван лежит. Тут вон еще какие-то доски. Костер будет шикарен. Я так налегке что-то, но что-то минус будет, скажем. Ну вот. По сезону, конечно, непонятно, но опять же, воды должно быть больше, намного. А сейчас вот так. Как-то так. Здесь такие обрывы. А вот здесь, в принципе, можно раскидаться. Так, ну что, братцы, давайте. Наверное, вот там и сядем. 5 донок поставлю. У нас там будет точка. Дровишки есть. Пилу взял. Топорик есть. Все по красоте. Вот здесь можно будет одну даже шмыркнуть возле лодочки. На обрывах. Место хорошее здесь. Там песок, как не помнится. По зиме еще. Так и сделаю. Опачки. Так. Так, за прибытие, братва, Чайковского надо хлопнуть. Вот это да. Правда, с термоса. Но все-таки у меня открытие же как официальное. За это, ребят, надо с лимончиком хапануть. Опа. Давайте будем. Ваше здоровье. Красота. Так, ну что, разгребем немножко вещички. Так, здесь у меня продукты. Немножко взял. Фонарики. Самое главное, ребята, освещение. Сковородочка, что-нибудь горячего замутить. Ну и доночки. Да, ветерок, конечно, здесь поле. Опять же, ну, речка такая небольшая уже, обваленная, заросшая, мест мало стало. Вот сейчас мы здесь веточек рубанем немножко на доночке. Опа. Есть. Ну что я сделал? Мотовилки, точнее рогатульки. Так, это запаска. Многие знают. Готовил по сезону сейчас. Крючки, колокольчики, грузила, колокольчики в карман. Ну и доночки. Поставлю 5, ребят, так как червей все-таки у меня только 5 пачек. Мне просто не хватит порыбачить с тем расчетом, даже если не будет клёва, все равно надо перезарядку. Ну вот так, доброданчиков. Это 10, получается, поводков даже. По 2 червя насадка. Это уже уходит сколько. Все, ребят, гоним. Первую тут припетулю. Место классное. Сразу немножко обрываю. Вот, и здесь крутит, ребята, далеко кидать не надо. Налим все равно, вот он сейчас вдоль берега будет ночью ходить. Вот, кстати, новая донка. Недавно, вот, буквально на днях я сейчас ее сделал. 2 поводочка. Основная 0,5 здесь. 0,6 здесь, наверное, да. А поводок 0,4. Грузила ложка грамм 150. Раз. Я вот так отмеряю. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Больше я не буду. Все, обматываю. Сразу тут делаю прорезь, такую подлесочку. Раз. Колокольчик достанем. Вот так, ребята. Делаю петельку и вот продеваю. То бишь я как бы, у меня он несъемный. Всю рыбалку он у меня висит. И при забросе леску обматываю обратно, так как чтоб не было у нас никаких перехлестов, бороды. Ну и все. Насаживаю. Время 6 час. Ну, ранняя весна, ребят. Налим уже, он уже гуляет. Он уже может клевать. Так же, как и поздняя осень. Вода холодная, он активничает. Летом, понятно, только ночью. Ну, вот, по 2 штучки зарядим. Да, пробовать копать нифига не получилось. Снега было мало, снег быстро растаял. А морозы были сильные по осени. Земля промерзла. И в оконцовье еще, ребят, не оттаяла. Дандромбена хороший червь, очень плотный, мощный. Вот так, ребят. По 2 червячка. Все это, конечно, притоптать тут надо, чтобы ночью это ничего не мешало. Ну и вот туда ее, ребят. Раз. Вот так. Где-то посередочке. Вот, донка только упала. Ну так. 4 метра будет, наверное, сейчас в данный момент. Бах, бах. Уточки летают. Да. Пару дней осталось, ребята. Ох, какая надо начнется. Жесткая. Вот, ребят, смотрите, рогатульки. Многие скажут, ну, летом тем более воды вообще нету. Но это в прошлом году, ребята, по весне рыбачили налима. Когда вода вот так доходила, здесь удочками рыбачили. Шестерками на полудонку. 2 удочки и женщина рыбачит. Я прям знаю. Раз. Ребята, просто не представляете, что сейчас в душе творится. 2, 3. Даже то, что мотор не фурычит. Настроение классное. Река, первый выход. Он всегда прям такой. Ну, не знаю. Ух, аж потею, блин. Круто. Эмоции просто шквал. Так, друзья, ну что, 5 я приговорил. Как получилось? Вот здесь мысочек такой после обрывов. И опять они начинаются. Ну тут вертикал капитальный, а вот здесь мысочек. 2 здесь поставил. Ну и вот там 3 поставил. Можно еще возле лодочки, там тоже мысочек. Парочку. А вот лагерь где-то вот по центру делать, возле елочки, возможно. Ну, это не расстояние, я и расставлялся и намного больше, по 200 метров. Просто последний я как бы даже не ставил колокольчики, ходил просто перед каждый там час. Весной, когда холодно, даже полезно, бывает, один коротаешь время, прошелся, согрелся. Ну, можно еще поставить, ребят, ну, я не знаю, вот у меня немножко осталось. Сейчас получается 20 штук я уже поставил.
Вот, у меня как бы есть. Можно еще лупить. Я думаю, парочку. Так как открытие, ребята. Прям меня рвет прямо. Начинающим, ребят, советую с 5 начинать. А так работаю я 10 донок, ребята. Мне в аккурат быстро ставлю. Интересная рыбалка, грубая снасть, ребят. Ну, кто вот по налиму, ребята, делайте, рыбачьте. Начинайте с 5. 5 штучек доночек, там и фидерок можно, да, в запас ставить. Так, чтобы не скучно было. Ну и вот в целом рыбалка, она постоянная. Вот сейчас фидером, ну, я думаю, наверное, невозможно сесть где-то здесь. А донки, ребята, уже работают, они уже клюют, ну, они уже ловят. Также уйдет уже снег, фидеры уже убрали, а донки работают. Можно рыбачить, можно ловить налима. Но опять же, попадается всякая рыба. Я не скажу, что прям налим капитально. Ну, с тем условием, то что ходишь постоянно и рыбачишь. Вот как хорошо, ребята. Прям дорога здесь идет боком. И вот, не знаю, она гнилое, не гнилое. Но бревно. Вон, ребят, смотрите, какая дощечка. Нормально, сухая. Вот и скамейка будет у меня. Я так по 1,5 метра напилил, чтобы можно было таскать. И вот по мере окончания буду переносить. И такой небольшой костерок буду палить прямо возле донок. Налим, ребята, это любит. Костра он не боится, как много, как другая рыба. Там лещ, там тишину любит, а здесь особо нет. Трава здесь сухая, конечно. Надо как-то, чтобы все это не поползло. Ветер тем более. Опа. Вот так вот. Так, сейчас буду пилякать и готовить себе лагерь. Домашние дрова, ребята. Что тут говорить? Руки бы тебе, Андрюха, оторвать за стройматериалы. Ну, я за доску имею в виду. Доска-то хорошая, реально. А тут вроде сыро, как, ребят. Вот тут, наверное, и распалим. Небольшой костерок. А горелочка есть. Я не выживальщик, ребята. Иной раз пишут тоже, ребята. Ну вот, Андрюха, типа то все. Да я тебя что, выживальщик? У меня надо все быстро это делать. А что тут мне еще сейчас таким образом разжигать, что ли? 21 век, что? Пришли к комфорту. Газик, спиртик,
И вот вся любовь. Сразу все с карманов, ребят, достаем. Фантики. Ничего не выбрасываем. Расставляюсь тут. Костерок у меня. Вот это подзинкивает. Мелочь, походу. Но звоночек опять слышал. Это уже точно, ребят, поклевка здесь была. Потому что я ее видел. Ну, теребит. Или мелкий налим, или вообще мелочь. Какая-нибудь. Может, даже белая. Ох, красота. Все, ребят, что, смотрите, какой столик у меня здесь. По красоте прям. Чаечек. Немножко перекусить. Что-то можно вон сальца порезать. Утка пошла. Гуляш с кашкой. Можно, в принципе, его забубенить, ребята. Сейчас поставлю греть его. Ну, с пилой это что, милое дело, конечно. Ну, трава начала гореть. Немножко приоткрываю, чтобы он не вздулся. И все. Туда его греться. Сейчас как-нибудь так поставим, чтобы удобно было. Все. А в старике не чай. Бродяга, не скучай. Ух, как давно, ребят, хотел выехать. Наконец-то. Так, ну вот звенят что-то, подзвинкивает. Значит, есть, ребята, дело. Надо чайку попить, да, перезабросить все. Даже в зависимости, если нет поклевок, ребят, я часто проверяю просто так. Может, где-то трава, может, где-то зацеп, что-то еще. Бывает, даже не звенит, а налим сидит. Давайте, братва, будем. Ваше здоровье. А на ужин у нас сегодня каша гречневая с гуляшом. Вот так вот. Приятного аппетита. Согрелась. Что, ребята, перекусил. Слышите, я не знаю, сейчас слышно, не слышно будет. На камеру, наверное, плохо. Вот там, ребят, где две березы, косачи такуют. Ну, буквально метров 300-400 от меня. Косачки есть. Так, ну что, надо перезакидываться, ребятки. Что-то подзвинкивало. Надо перепроверить. Ну и уже ожидать. Все, солнышко уже все заходит. Красота. Ну, как-то здесь буду зимовать. Поклевочка и была как раз. Эту я вот тоже поставил между вот этими. Припетулил сюда. Так. Тут груз хороший. Я думаю, не снесет. И вот поставил вот ее. Тут это и жмякал.
Мелочушка, наверное, какая-то. Что-то цепляется. Цепляется тут возле берега. А, там ветки идут. Да, вон здесь, ребята. Смотрите, кончик отгрыз. Кто-то. Мелочь. Опа. 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 Что, ребята, все, донки перезарядил. Ну, в целом, то, что вот это звенело, вот ее немножко пожмякало. Добродена мощный червь. Особо таки его тоже сбить тяжело. А так, все классно. Травы минимум, ребята. Ну, тут место я специально выбрал, потому что, допустим, если вот стал бы там бы уже вот струя как раз бы мне туда и все вот и гнала. Не понял. Как будто тут отдзинкнул опять. Короче, ребят, все, сел. Чаек. Погружаюсь в темноту. В тишину. Косачи шипят. Птички поют. Все, ребята, ждем. Ожидаем. Ну, вставочка у меня где-то часов 9, как правило. Ну, ранняя весна. Может быть, пораньше. 8:30. Все. Круто. Наточил я свой топор. Головешек. Полундор. Вот так вот у меня потихонечку здесь. Так. Ну, водичка, ребят, прибывает. Явно прибывает. Так, это что-то донечку подснесло так капитально. Но она у меня длинная. Подстянула ее. Незнача так. Часик она постояла вот так, без проверочки. Подстянула. Ну все, трудовые будни начались, ребята. Трудовые ночи, я имею в виду. Многие сейчас рыбаки будут пропадать по ночам в поисках налима. Косачи шипят, вообще страшное дело. До сих пор шипят. Вот сюда добавим тоже. Блин, на вечер надеялся я, ребята, поклевку увидеть, конечно, налима. Ну, что-то пока нет. Вот так вот. Красота. Так, ну что, братцы, 11 часов и вроде поклевочка. Сидел возле костра, 2 удара хороших и тишина. Прошелся здесь у меня вот рядом, ну в каком-то в этом районе было. И вроде вот это качает, ребята. Походу сопляк, что ли.
Вроде она качается. Подкачивает. Опа. Сядем, посмотрим. Одиннадцать часов. Мороз. Да, ребят, без 6. И вроде ее потряхивало. Понятно, ребят. Вроде ее потряхивало, но она больше не качается. Попробуем, что. Нет. Мимо. Да, но она клювала, ребята. Смотрите. Отгрыз, зараза. Отгрыз. Хе-хе. Да, и тут же мякал, смотрите. Ну вот это явно хорошо прям пожмякал. А что надо было-то, а? Почему не глотал? Ладно, что-то уже говорит о том, что может, ребята, мы откроем сезон. Хорошо сидим, ребята. Но распечататься пока не получается. Надо покушать что-то, думаю, ребята. Время уже 12. Да, начало 12-го. Надо что-то перекусить горячего. Я думаю, дело будет. Так и сделаем. Так, братцы, ну чё? Прохладненько. Мороз крепчает. Червей возле костра держу. Брал кусочек мяса, ребята. Филюхи такой. Ну, думаю, что тут мне быстренько пожарить горячего. А мясо, ребята, не разморозилось. На улице-то мороз. Короче, ребят, не знаю, порежу я замороженного. Ну, я думаю, ничего страшного. Просто, ребят, пожарим мясца. Есть, конечно, у меня еще гречка, баночка. А мы сейчас так мясца замутим с лучком. Зажарочку сделаем. И покушаем. Сижу и не могу понять. Мне так показалось, что, короче, ребенок хрипит. Вот прям не поверите, ребят. Ну, прям как-то мурашки по коже. С той стороны, с этой стороны. Ну, как в фильме ужасов, прям вот реально. Вот такой хрип. Какой-то там непонятный лай. А потом прислушался и понял, ребят, это лисы. Тут поле. И они прям тут кучами. Я как бы с вечера это видел. Чайки там нападали на одну. Короче, они вот так как-то лают. Ну, такой некрасивый, неприятный лай у них. Хриплый. Ну, это лисы. Никто другой. Это 100%. Сейчас мы мясца зажарим. И все будет по красоте. Костерочек как-то надо вот так нам боком поставить. И сковородочку сюда. Вот так вот. О! Пушка-бомба, петарда. Так, растительного масла я не брал, ребята. Зато я брал сливочного. О, зашкварчало. Замутим мы, ребята, это все дело на сливочном.
вкуснее будет. Мороз какой-то, а? Пошла возня, ребята. Первый выход. И походу неудачно будет. Ну, вот выходов, ребят, кстати, много бывает неудачных. Вот сколько езжу, сколько вот гоняю. Вот. Многие думают, вот Андрюха там 2 рыбы поймал, там 3 рыбы поймал. Ну, как бы не результат. Бывает, ребят, что вообще не результат. Вот серьезно. Как бы бывает то, что даже снимаешь, ну просто не публикуешь, потому что, ну, реально рыбалка пустая. Так что это бывает за кадром много, конечно, таких рыбалок по сезону. Ну, все же, это рыбалка. Зато я ее люблю, что вот так. Что вот сегодня вот так, а завтра вот так. Мне прям вот это и все и надо. На костре, ребят, все-таки реально вкусно, согласитесь. Намного вкуснее получается. Даже простые вещи какие-то. Вот так вот. Но я думаю, все-таки кашку-то, ребят, туда перловую замутить. Пускай она будет. Поужинаем хоть по-человечески. Вот она, кашка-то. Сейчас что только нету, да, ребят? Хочешь это. Полуготовки сколько стали делать. С одной стороны, конечно, удобно. С другой стороны, не понимаешь, здоровая это еда и нездоровая. Ну раз выручает. Как выручает. Все, наверное, как раз с кашкой вместе дойдет. Перловочка. Ух, серьезная кашка получится, ребят. Опа. Ну что, кушать подано. Вон, смотрите, какая кашка. По идее, каша идет с мясом. Ну вот если бы она вот так выглядела, представляете, банку вывалите, ребят, вот столько мяса. Я бы плюсанул по-любому такую баночку. Эх, хорошо сидим. Хлебушка. Хлеб аж замерз, представляете? Костерочек. Ну что, братцы, всем приятного. Давайте со мной поужинаем.
Да, неплохо. Первый выход флагмана моего. И вот так он подзамерз. Капитально. Что, ребята, плотничком так уже расцветать начало. Полежал, покимарил, ну холодно. И со всех щелей, ребят, косачи затаковали. С той стороны, стой, стой, стой. Везде косач. Круто. Радует, то, что птица еще есть. Вот, не знаю, видно, не видно. Нет, вот такие баланы плывут. Все-таки вот, если даже вот ночью по воде идти, ну вот можно на такой балан нарваться. А чревато. Так что сейчас, кто будет, ребят, выходить на воду, в аккурат, не рискуйте лучше ночью, опасно. Вот вроде ничего нету уже, а вот встречаются вот такие моменты. Морозный рассвет, и утка пошла. Утренний перелет начинается. Так, ну я тем временем продолжаю, ребят, наслаждаться музыкой, птицы. Вот накидал, напилил, сейчас опять наколол. Блин, я не знаю, ребят, как раньше вообще без пилы, блин. Ну вот пила, ребят, смотрите. Ах, красотка. Укрылся чехлом, потому что я вот так полежал немножко даже и покрываешься просто изморозью. Ну, на часик еще, ребят, осталось, но все, результатов 0. Такое у меня открытие получилось. Одна поклевка на лимне, это была на лим, наверное, скорее всего. Ну, явная поклевка. И до этого что-то подзинькивал, но это мелочь. Такое открытие. Ну, переночевал. Все как я люблю, по стариночке. Костерок одного. Круто. Ну, увы, эта река не порадовала налимом. Хотя шансы были, большие шансы были. Ну, имею в виду, по поклевкам можно было здесь, конечно, и побегать даже. Ну, как-то так. Ну ладно, что, часик. Ждем рассвет и будем сматываться.
Ну что, братцы, добрейшего, прохладного, морозного утра. Все уже капитально рассвело. Время, ребят, 4-й час. Будем сматываться. Поставил чай. Термос закончился у меня. Потому что сейчас донышками буду заниматься. Ручки подоколеют. Я вот еще перчатки, ребят, не взял. Вниз буду спускаться на моторе. Руки, конечно, дадут себе знать. Вот такой морозик, ребят, видно, вот лужа. Стоит лед. Хорошо криптануло. Хорошо мотор не подымал. Ну так и знал, что будет мороз. Боялся, что промерзнет. Все там это дело. Оставил я в воде его. Но лодка подзамерзла. Первый выход и попал в заморозок. Шикарно. Шикарное утро. Свежесть такая. Ну все, ребят, иду сматывать донышки потихонечку. Не получилось у нас сегодня. Но я прям не унываю никак. Распечатался, главное. А дальше пойдет дело. Лес Косевини. Да. Черви все живые, ребята. Ну, я имею в виду, все на крючках. Просто налим не ходил. Не знаю, с чем связано. Возможно, с погодой. Потому что заморозы, хотя, блин, только на руку. Просто нету. Вот такие тоже бывают ведь. А вот пройдет день-два, и даже на этом месте кто-то поймает, причем неплохо. Так что ее не победить никак. Шуганул, ребят, опять отсюда. Вон пузыри пошли. Бобрище. Верный друг мой ночной. Только-только сиганул. Хотел всплывать, и я подхожу, он вук обратно. Пузыри только оставил. Не знаю, вот туда он заплывает. Под куст. А ночевал там где-то он. Сейчас опять вышел с утра на кормежку. Чайковский готов. Как раз сковородочку помыть. Вот так вот. Все, донышки смотал. Чай пью и на ходу. Ладно, что, пока чай попью, ребята. Наверное, заведу его. Погрею маленько. Не знаю, заведется вообще, нет. Все замерзшее, ребят, смотрите. Охренеть. Все замерзшее. Да-да-да. Так, что? Подсос. Потихонечку сначала. Раз. Контролька замерзла, смотрите, ребят. Ну, как минимум, контролька замерзла. Побежала. Пускай греется. Завелся сразу же, нормально. Ходим тогда, ребят. Все на сегодня. Красота. Ну что ты, моторчик?
Да, не фартануло, ребят, немножко. Ну, тоже результат, как говорится. Бобер где-то там, ребята, двигался. Вода, кстати, прибыла-то совсем немножко. Все, полетели тогда, что? Давай, родной, не подведи, надо будет разбираться, смотреть, что да как. В общем, красота. Сейчас уток будет, ребят, куча. Все за мной чистенько. Лавочку я оставил. Так что будет воспоминание. Ну, это на этой реке я только, ребята, по весне и на сплавах вверху. А так я здесь редко бываю. Все, братва, буду прощаться. Морозная рыбалка, нулевая, ну своя. Все, ребята, всем хороших праздников. Впереди 10 выходных. Я знаю, у многих открытие охоты, многие на природу, на рыбалку. Так что, ребята, всем удачи. Ну а я до дому. Полетел.